Друзья, всем привет, меня зовут Мадьяр, я по-прежнему из Казахстана, и у нас с вами сегодня, спустя 4 недели, я просто в шоке, спустя 4 недели новый мукбанг. Значит, возвращение блудного сына, часть 155. У меня сегодня стол скромный, ребят, сразу скажу. У меня вот такая вот лапша захотелось мне. Вообще искал чан рамен, такой, знаете, черная лапша, но его не нашел, эту лапшу. Взял вот такую, сейчас будем пробовать. Типа рамен кимчи называется. Тут у меня 2 кусочка колбасы, растягай с курицей, с капустой, пирожок с ливером, огурцы, ну на всякий пожарный хлеб. Мадьяр без хлеба это не мадьяр. И просто вода. Ребят, вы мне писали каждый день, чтобы я снял новый мукбанг, куда вы пропали, с вами все в порядке. В общем, комментариев было очень много. За это вам огромное спасибо, потому что, ну, есть блогеры, которые потерялись, никто даже не ищет. А вы меня ищете. И я хочу, как сказать, внутреннюю свою ценность еще в очередной раз понял, да? Так, муха что-то летает. Все, давайте пробовать в процессе, в процессе уже буду общаться, говорить. Я капец голодный, сейчас уже 3 часа дня. Вкусненькая. Так, хочу пирожок с ливером попробовать. Вкусно. А чё мне так стоит, а? Значит, я не буду, знаете, придумывать какие-то отмазки, почему меня не было, какие-то искать оправдания. Вот честно вам, ребят, скажу, не было желания снимать видео прям напрочь. Вот, знаете, вообще не хотелось даже подходить к телефону в плане вот видео, что-то записывать для мукбангов, для YouTube. Вообще не хотелось, вот честно вам скажу. Не знаю, или это вдохновение пропало. Или я тогда ютубом перегорел, да? Я не знаю. Но сейчас вот сегодня захотелось снять видео. В принципе, я снимаю. Какие у меня новости за эти 4 недели? Последний раз мы видео снимали с Баукой. Кстати, его день рождения тогда был. Вот. Вот, за 4 недели я побывал в Семске. Был я там дней 20, по-моему. Потом оттуда я уже поехал на Алаколе отдыхать. На Алаколе я отдыхал примерно 4 дня. Обожаю Алаколь. Вода какая там на Алаколе, воздух. Конечно, вода. Обалденно. Мне очень нравится. Потом, значит, я с Алаколя приехал. Еще недельку где-то мы были в Семске, потом вернулись в Астану. Сейчас я в Астане, соответственно. И с собой привезли племяшек. Они у нас были неделю. Растягай с курицы и с капустой. Вот вчера не уехали. Мама, получается, отвезла их, ну, повезла на поезде назад в Семск. Конечно, если бы я был нормальным блогером, а не ленивым,
Не то, что не ленивым. Я не ленивый человек по сути своей. Что касается там блога, все дела. Но если у меня нет вдохновения, нету желания снимать, я не хочу заставлять себя, через не хочу выдавливать из себя эмоции и так далее. Это будет смотреться неискренне, понимаете? А снимать видео со словами «Ой, у меня все плохо, у меня нет вдохновения», сидеть вам жаловаться. Кому нахер нужны все чужие проблемы, понимаете? У вас у себя проблем хватает. Ну, как понятно, что блогер не должен быть, как сказать, роботом, типа, бесконечно позитивным, нет. Но вот это, как сказать, настроение, вот вообще атмосферу именно, там, скажем, позитива, жизнелюбия должно быть, я считаю. Люди в том числе почему смотрят блогеров? Чтобы отвлечься от своей рутины ежедневной, понимаете? В общем, советую, вкусно, но он не острый. То есть для любителей острого это, наверное, вам не подойдет. А я острый не люблю, знаете. Сидеть, мучиться, давиться. Вот. Так что, если бы я был таким адекватным, нормальным блогером, наделал бы вам контент на 3 жизни вперед. Но так как я не такой блогер, когда уже все уехали, когда уже контента, можно сказать, нет. Я вчера, чай пью вечером и думаю, хочу снять мукбанг. Знаете, вот внутреннее ощущение, что тебе хочется снять мукбанг, потом быстренько это все отмонтировать и выложить, чтобы вы вечером посмотрели это видео, надеюсь. А так, огромное вам спасибо, что меня ищете, пишите. Жизнь идет своим чередом. Жизнь у меня скучная, можно так сказать. Вы знаете, в наше время уже, что ты живой, что ты здоровый, что твои близкие живы, здоровы, уже хорошо, понимаете? Как бы ничего другого не надо. Утром встал, чай попил, думаю, что приготовить на мукбанг. Такого ничего сложного готовить неохота. И наткнулся на одно видео с какой-то мукбангерши. Которая есть лапшу. Ой, да. Типа рамен, не рамен, в общем. Типа такого. Тоже захотелось мне. На днях встретился с одногруппниками. Написали мы в чате, в смысле, ребята написали в чате. Кто хочет встретиться? В общем, мы встретились.
Приехал у меня однокрупник с Чехии. Руся его зовут. Руся, если ты меня видишь, привет. И пришла девушка Юля, одногруппница моя. Угу. Мы встретились, посидели, выпили пиво там. Вы знаете, после общения с ними у меня было какое-то состояние, как вам сказать, как будто я упустил время, что ли, у меня такое ощущение, когда вот я уже на следующий день начал как бы размышлять. Они там классные, они хорошие люди, они шутят, там все дела, но дело во мне. То есть вот я когда с ними пообщался, у меня такое ощущение, как будто я несколько лет своей жизни просто провел вот в пустоту, что ли, вот как-то так у меня сегодня. Вообще мне настрой далеко, честно говорю. Видите, как у меня настроение быстро меняется. Минуту назад я вам говорил, что надо быть позитивным, оптимистом и так далее, любить жизнь, все дела. Вот сейчас уже сижу, гоню. Че, к чему собачка сдохла? Какое-то у меня ощущение такое непонятное осталось. Это, наверное, у меня было бы так же после встречи с одноклассниками. Когда тебе кажется, что ты молодой, а перед тобой там вся жизнь впереди, да, когда тебе 20 лет, когда 19. А это время так быстро пролетает, оно даже не проходит, оно реально пролетает. Ты сидишь как этот, по колено в шоке, понимаешь? Не понимаешь вообще, что происходит. А у меня еще такой характер, знаете, я люблю вот это размышлять, мыслить, потом что-то сам придумал, сам обиделся, вот из этой серии, знаете. Это качество, наверное, с одной стороны хорошо, что человек, я не глупый, да, но с другой стороны, да ё-моё, что ты такое, а? А с другой стороны, это бесконечное размышление ни к чему, наверное, не приводит. Так что, ребят, я по вам соскучился. Надеюсь, видео будут выходить почаще. Но сразу скажу, что буду стараться снимать видео, но это будут простые блюда. То есть там заказывать какие-то супер-пупер дорогие доставки я уже не буду. То есть там тоже KFC брать, это очень накладно. Сейчас цены капец у нас подорожали в Казахстане. В принципе, думаю, везде подорожали на продукты. Что еще? Ну, буду стараться ту еду, которую ем, там, не рожки с мясом, конечно, да, ну, что-нибудь такое, знаете, более-менее домашнее, но чтобы было, как бы, соответствовало мукбанкам, да, то вообще стыдно будет перед вами. Вот так вот. Вот, ну, следующий мукбанк поговорим о чем-нибудь другом. У меня даже, в принципе, на примете одна тема есть, о чем можно с вами поговорить, и мне нужен будет ваш совет. Что еще? Ну, в принципе, все. Никогда у вас, ну, не то, что никогда, редко очень вас просил о поддержке в плане вот подписка, лайк, все дела. Но в этот раз мне это нужно, потому что 4 недели меня не было в Ютубе. Алгоритм не просто меня выкинул, мне просто выплюнул, понимаешь, из Ютуба. Поэтому, если вам не сложно поставить лайк этому видео, подписаться и написать коммент более 5 слов. 5, там, не 5, там, можно там 7, 8, 10 слов для алгоритма, как я слышал. Это очень полезно, скажем так. Поэтому спасибо вам за внимание, что меня ищете, что меня ждете. Приятно с вами поели. Лапша, кстати, очень вкусная, я уже 100 раз показывал упаковку. Огурчики домашние. Вот такие дела. Ну ладно, ребят, еще увидимся на следующих видео. Пока-пока. Пока!